И снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. 16 марта мы выехали в дальний путь в 1:30 дня. Дособирали еще пассажиров, попутчиков и заодно посмотрели еще раз наш родной поселок, село Хану. День выдался теплым, солнечным, температура воздуха была где-то минус 20 градусов. Окинув прощальным взглядом последние дома административного центра нашего Момского района, мы выезжаем в путь. Проезжаем местность пришкольного летнего лагеря Комаксысы. Наверняка это место всем момским выпускникам напоминает их романтические школьные годы, где каждое лето мы сюда приезжали на сенокос. В 4 часа дня мы приехали в первый населенный пункт после села Хано, село Соболох. По сути, это моя историческая родина. Здесь надо было еще забрать пассажиров и хорошенько перетарить вещи на багажник. Кстати, в Соболохе я узнала очень хорошую новость. Помните, в прошлом году я показывала вам местность Чыгынырдах, где покоится моя прабабушка. В этом году, проезжая мимо этой местности, с сожалением обнаружила, что там поставили мусорный бак, и местность была очень сильно замусорена, так как проезжающие мимо автомобили все оставляли там мусор в мусорном баке. Я попросила районную администрацию письмом обратить внимание и убрать мусор. Очень отрадно, что администрация моментально среагировала и вышел указ убрать на местности мусор. Более того, решили там поставить баннер с предупреждением, чтобы берегли природу и великие почитаемые места. Атын болан қаларына. Бәт бұл ой әпете үшөй байын чалай. Бәт әбет. Молодецтер. Әйілкелдік мұны көрген қараша мақтар. Забегая вперед, я поделилась с вами этой приятной новостью. Бүгін беге Чыгынырдах техерге келен тұрабыд. Биыл район Мамыр районы тәрттемет атуған сылғарынан онда бүгін Артика күні ғаранамыд. Бұл егелен бит район жалтыдан кетті, Аблоқ национальный жалтыда. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности от имени потомков почитаемого человека местности Чыгынырдах, главе администрации Павлову Ивану Петровичу, главе поселения села Соболох Карабулкину Артуру Александровичу, начальнику дороги Арктики Терешкину Константину Константиновичу, начальнику управления культуры Корякину Александру Николаевичу, начальнику отдела образования Андреевой Татьяне Дмитриевне, начальнику отдела предпринимательства и туризма Добрянцевой Наталье Борисовне и молодежному волонтерскому движению Момского района за проделанную работу. Счастья вам и благополучия, дорогие земляки. Ну а мы тем временем, пока готовились к дальней поездке, попили чайку в приятной обстановке у гостеприимных хозяев. Ага.
Merhabalar. Oh. Olabilir mi şu dik? He? Aha. Ateş taştı bir de. Oyundan çıktık bakalım işte. Виктор, могу себе меня хаятым. Так себе. Один глаз себе вижу. Солодко. Gün mü biter de onu? Allah var tekrar iddia. Грызки налётная, кашка. Ek atak kala hidratın da jelle halka. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Kelektim bagara hicibtim. Kelektim bagara hicibtim. Allah bagara hicibtim diye bitti. Kim ederek? Наташка. Наташка ватта. В 4 часа 30 минут мы выехали из поселка Соболох. Ini road book tuh kayak. Мы дети города. Ada kerja mesti tak sih kayak. Tuku nana. Coba o alıyorlar eğer ya. Dur tabar bir el bağır. Oğlum da bana dur. Tuku var mı? Çabuk bu takat değil bu takat. Hayır, bitkini üreteceğiz. İlk pekton. Biraz gene niye kod bütün herkes bu. Bak bu var duranları. Nada bu tokanada bu bunu ye. Anladın mı? Kabul ederim bunu. Kabul ederim. Hayır da kayıtlı. Anna kapkara jangan kelere dedik ya bak. Hani yine bak. Gün. Öyle mi? Ha, bu ne? Bu kapkara jangan. Manda kelere pebata. Basta. Ini boleh nak apa tempat? Masyaallah bu ne kasih kan. Bacılar kadar. O da bilir. Araya koy. Bacılar kumada. Araya koyun olur. Musus takır olur. Bunların bacılarga temnete. Çöpüncüğün tutan torere. Bu yıl da halı. Bu yıl da halı. Böyle de gelmiyor. Orada da diyorlar kapat. Doktor. Şu kadar naulağı bir şey. Aslında yani şu. Böyle nasıl değil? Çok tanı bu taydı. Peki Bingzalos kayağı değil. Kuruk kadar bayağı var. Kuruk kadar bir tane adam kuruk kadar var. Nereye bu? Kim? Apa hap böyle? Nereye? Doğru rasta bitti. Ha, böyle rastladı. Ha.
Kokşay'dan buradan geldi. Kokşay'dan onda doktor iyi. Bunları ırastırlar. Birin doktor iyi bir tane. Ara doktor mu? Bilmem. La poli. Zaten ne bu? Bilgin inne doktor iyi bitti. Ha? Anla. Doktor nalar uğranayım iyi. Külüp bizden kaldı. Bizden kaldı. Anda belki dur bak ahan kaldı bize. Onu bana külüp bizden kaldı bence. Bastılar. Bizden? Bana bastılar doktor. Onu asıl gelen yanı oldu. Doktor bak ahan ispiteci. Değil mi kolak bize? Ha oradan o bir taraf bitti. Ekin ne oldu da böyle. Onu para yiyin. Asıl kaldı külüp. Onu bana gelir bir şey. Alacılak bunu. Göster. Tünkılgan dönlerin alaspar Kimsadan doloru kovuyor Alasiri dölek geredi Dıllar az gemi gerginini Bol koyon üktüdü koyuloy Tırgıllarlığı tutuhan Min diyem terebit alaspar Gök kırız ürüdü geri talalım Dübükten sacıktan sen yanan Gök kırız ürüdü geri talalım Dübükten sacıktan sen yanan Kalan var. Kalan var. Ama abi geçeyim de buralar. В 5 часов вечера мы уже выехали на реку Индигирка. В те дни было очень ветрено, поэтому, как оказалось, дорогу сильно замело снегом. Начало пути было оптимистичным, ведь располагала к этому весенняя солнечная погода, горные пейзажи красивые и интересные рассказы попутчиков. Постоянно ветреная погода заметает уже прочищенные участки зимника. Местами снег такой глубокий, что очень трудно пробиться сквозь снег, превратившийся в ледяной наст. К тому же после большегрузов остается глубокая колея. Но мы потихоньку пробираемся все дальше и дальше. Надо заметить, что «Газель» для таких сложных дорог
не самый подходящий вид транспорта. Но наши ребята уже не первый раз ездили за этот сезон по автозимнику, по этому маршруту. Так что уверенно и упорно шли вперед. Примерно в 5:30 вечера на местности Сутурукта увидели идущий навстречу КАМАЗ. Даже такой большой автотранспорт еле как пробрался. Впереди был длинный участок, где дорогу сильно замело. Дождавшись, когда бензовоз проедет, мы двинулись вперед. Вот отсюда и начинается наше экстремальное путешествие с препятствиями. Тебя мисс. Orada dirigeten bir şey böyle kan. Kumana tak kumana tiyer di mana? Kuma kamasın. Kira- Anne bu taksan. Anne bu da bak hep. Mu rasa di. Ya tamam baru teh. Ini yang ni. Я дала телефон с камерой молодой девушке и дружно принялись толкать машину. Конкретно сильно. Ага.
просто қалтада бинатжыр. Қалтада бинатжыр. Туара масура бире каварыды. Буколюга. Буколюга мәлер гир. К тому же заметенный участок был очень длинный. Несколько раз тщетно пытались подтолкнуть и расчищать снег. Машина конкретно зависла за брюхо. Потом все-таки притащили ветки с берега реки и решили подложить под колеса. В этой снежной ловушке мы промотались больше часа. Уже солнце стало садиться за гору. Под конец потихоньку удалось раскачать машину. Давай. Но заметенный участок был настолько длинным, что в конце концов решили вернуться и посмотреть объездную дорогу. И там вышла следующая серьезная проблема. Чтобы не застрять в заметенных местах, водитель дал по газам и развернула машину, и нас занесло в снежный сугроб. Снежная ледяная стена оказалась настолько крепкой, и удар был настолько сильным, что лопнул радиатор и разлился весь тосол. С этого момента мы остались в машине уже без тепла. Решили надеть все теплые вещи и утеплиться хорошенько. От ближайшего поселка Соболох мы уже отъехали больше 40 километров. Время уже было 6:30 вечера, и нам надо было как-то пробираться уже в обратный путь. Во время удара машина встала поперек дороги, и надо было как-то развернуть. Ой, ёшки, как ты барбит. Ты барбит. Kuk. Angin. Ada satu ikut.
Наконец, с большим трудом удалось развернуть машину. Тем временем мы оделись потеплее, вытащили все теплые вещи. Без радиатора уже нельзя было быстро ехать, и без тепла в машине приходилось каждый раз останавливаться, чтобы остыл двигатель. Проезжая несколько метров, мы каждый раз останавливались на полчаса, чтобы остыл двигатель. В этом месте заметили следы машин, которые объехали этот заметенный участок. Солнце уже садилось на закат, а мы черепашьими шагами двигались вперед. Попробовали проехать даже с открытым капотом, чтобы охладить двигатель. В следующий раз, охлаждая двигатель, заметили впереди идущие машины, КАМАЗы. Но, к сожалению, оказалось, что впереди шли большегрузы с длинными прицепами, которые не имели права останавливаться, тем более брать на буксировку. Тоқтарын сөпте. Да? То ол басына мен не держимасы, да? Уже недалеко виднелся поворот на берег. Забравшись на берег, мы надеялись словить сотовую связь. Забраться на берег не так-то уж и легко по большим валунам. К тому же без воды двигатель все время нагревался. Но и на берегу сотовая связь еще не ловила. Проехав еще несколько километров, мы наконец-то встретили тот самый трактор, который встретили днем. Постепенно от холода окна начали покрываться инеем. Хорошо, хоть погода была более-менее теплая, весенняя. Все-таки трактор согласился
нас маленечко подвести хотя бы до местности Чыгынырдах, где должна была появиться сотовая связь. Уже постепенно наступают сумерки. Время примерно 11 часов вечера. Мы почти уже 4-й час без тепла в машине пытались пробраться до места, где могли бы словить сотовую связь, чтобы позвать помощь с поселка. А? Оого havasında da şimdi. Тибрин хавадан катбарар болла. Barka. Того бач тунны хадах. Ostu ne var? Bir de karı değil, ostu da beyde. Tebas kabar hediye parttaki. Tebas kapta da kana. Zamandan beri mıgastamı. Belki kadar da ki. Stämmer vi bitte starta på töller yer. Ha, töleriye. Hayır. O bir de hava tadmadı. Çığırıyor. Öteler. Тем временем в машине стало жутко холодно. Хорошо, что у водителя были спальные мешки, и он укрыл ими наши ноги. Хорошо bakmıyoruz. Antak'tan her şey bitti. Dolanamadım. Tamam da bitti. O bugün ne söyledi? Havadan da yeni. Yine zili. Доехав до местности Чыгынырдах, мы сняли строп-ленты с трактора, и дальше нам надо было ехать самостоятельно. Хорошо, что машина завелась, прихвативший стартер. Так, потихоньку приближаясь к поселку, мы искали место, где словит сотовая связь. Попытались дозвониться по спутниковому телефону трактора, но тоже попытки были тщетны. Tebas kabar hediye geldi. Beyde de oldu yapıldı. И вот, наконец, доехали до места, где появились значки сигнала сотовой связи МТС. Сейчас там подплохтал. Вот. Лишний раз. Diyen gel gayet diyen gel. İki vay bulay ne bak. Да. İstiyor çalırdı. Инде көһөбүттэ. Aa. Uzun kıyan kap.
Kör bulup buradan da. Yok gayet iyi bak. İki kör bulup. Çıkar mı? Ha. Ben baştan kol bağıtmayın. Kolbağıtların kendine yokmuş. O yeri ne yapalım? Hadi olsun ne bular? Guaycık bular. Hadi bak bakın bular. Ne? Neye bata? Furgon dediler. Ne tarafta olmuş? Фургоне. Мотор. Хорошо, что в это время погода уже намного ослабла и температура воздуха была ночью примерно минус 20 градусов. Но, тем не менее, окна все равно заиндивели. В поселок Соболох мы приехали пол-первого ночи. И, несмотря на ночь, нас встретила гостеприимно моя двоюродная сестра Лариса. С мороза попили горячего чая и плотно поужинали. Огромные слова благодарности Ларисе за ее гостеприимство. Ведь мы здесь будем ждать до того, как машина будет отремонтирована.